Да, но у нас, представь себе, что приходят к власти люди на президентском уровне, на парламентском уровне, их много становится, да? Насколько? Ну, настолько много, чтобы, например, принять какое-нибудь решение в Верховной Раде или президент от таких сил, да, который скажет, не надо дальше усугублять конфликт с Россией, давайте его заморозим и будем вести переговоры. Вот что произойдет в тот момент? Может ли такое произойти, да, из уст президента нового, какого бы то ни было, да, и может ли произойти такое, весь парламент тоже будет такой, знаешь, типа реалполитик, да, как немцы, например, да, что может быть в таком случае? Любая война заканчивается миром, важно на каких условиях. Поэтому разговор о том, что усугубление войны с Россией нам не нужно, я поддерживаю, но мы и не ведем войну с Россией. Это Россия ведет войну с нами. Давай тоже говорить. Мы защищаемся от них абсолютно жестко. Поэтому я поддерживаю вопрос о том, что нам война с Россией не нужна, она нужна России. И вот тут мы никак на это не повлияем. Тут нас и спрашивают, в общем. Я о чем говорю? Мы не повлияем, я же об этом и говорю. И до тех пор, пока это будет актуально в повестке дня Кремля, ничего не поменяется. Поэтому надо трезво мыслить. И разговоры о том, что там, мы с Путиным договоримся, но это не больше, чем слова. До того момента, пока Путин не захочет, и не в его планах не наступит тот поинт, когда он готов будет договариваться, а это может произойти в 3 вариантах. Либо, когда он будет разыгрывать свою игру, и которая подойдет к этой точке, где ему будет выгодно это перемирие, либо, когда под воздействием международного сообщества и международных санкций он будет вынужден пойти на эти переговоры, или же, когда это будет вопрос большой сделки, big deal. Но я могу сказать, что вопрос большой сделки всегда важен условия. Так вот, если мы будем вести переговоры на условиях России, мы потеряем не только Донбасс, мы потеряем свободу, независимость и страну. И через некоторое время мы действительно будем каким-нибудь там улусом российской губернии. Но вот что случится, если такие вот конкретно? Я могу сказать, не произойдет по одной причине. Если произойдет, скорее всего, возможно, действительно очень серьезное внутреннее потрясение, которое расколет Украину и с большой вероятностью вызовет определенные действия. Я не хочу говорить, что это новый Майдан. На самом деле может быть все, что угодно. Но политическая дестабилизация, которая может быть использована... Я не хочу просто это даже озвучить, потому что на самом деле я понимаю, сколь это небеспечно для Украины, опасно для Украины. Более того, в случае, если это начнет происходить, я могу гарантировать, что с вероятностью 99% Путин введет войска действительно и будет использовать их под эгидой «мы хотим принести мир в Украине», убрать всех этих политиков и просто постарается взять под контроль абсолютно всю часть Украины до Днепра, от российских границ до Днепра. Пойдет ли он дальше, неизвестно, но возможности есть. Но тут могут подвязаться такие вещи, как пожары храмов Московского патриархата, еще чего-нибудь. Убийство активистов, да, может быть. Притом, скажем так, мы абсолютно это понимаем, что, допустим, убийство какого-то абсолютно оппозиционного депутата, кандидата, активиста или еще что-то может быть распринято именно с целью для того, чтобы расшатать ситуацию окончательно. Потому что, скажем так, мы понимаем, что Кремль будет использовать все, что угодно для дестабилизации ситуации в Украине. Поэтому надеемся на то, что спецслужбы занимаются своей работой и не зря едят хлеб.